Татарский – агглютинативный язык. Это значит, что значение слова изменяется с помощью окончания, которое присоединяется к корню слова одно за другим. Да-да, как паровозик. Например, возьмем слово «жиршыларыгызныкы». Оно означает «принадлежащий вашим певцам». «Жир» – это песня. Добавляем «щ». Получается «жирщ» – это певец. «Лар» – множественное число. «Жиршылар» – певцы. «Ыгыз» – это второе лицо множественного числа. Ваши певцы. «Ныкы» – это притяжательное окончание, обозначает принадлежность объекта. «Жиршыларыгызныкы» – принадлежащий вашим певцам. Порядок присоединения к корню слова строго регламентирован. Это, естественно, создает проблемы для тех, кто изучает язык с нуля. Но сами татары делают это интуитивно, или под воздействием чая на кору мозга. Кто его знает. Каждое окончание несет только одно значение, в отличие от русского, где у одного окончания может быть несколько значений. Например, «ям» в слове «читателем» означает одновременно и множественное число, и дательный падеж. Теоретически окончаний может быть очень много. «Канагатляндрильмягандлигагизден» означает ввиду того, что вы не были удовлетворены. На практике, конечно же, так почти никто не говорит. Может, только Тукай так мог говорить, потому что Тукай может все.